Виталий, приветствую вас. Хочу поблагодарить за то, что вы нашли время, согласились ответить на наши вопросы, пообщаться с нами. Цикл этих интервью, которые мы пишем на Абаза ТВ, он посвящен 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. А если быть точнее, мы говорим об информационной войне 92-93 годов. Но понятно, что информационная война началась не в 92 году, а раньше. Вы как раз в этот период уже работали довольно активно, да, печатались. И, конечно, хорошо помните это время и все обстоятельства, детали, да, того, что происходило и как происходило. Вот об этом будем говорить. И хотелось бы, чтобы вы вспомнили вот это предвоенное время. Как бы вы его охарактеризовали? То есть, главные действующие игроки, расстановка сил, публикации, возможно, вы вспомните какие-то. О предвоенной ситуации, одним словом. Да, действительно, есть такая фраза известная, что первым залпом войны настоящей, как правило, предшествует залпы войны информационной. Но обычно так бывает, чаще всего. И у нас это тоже информационная война, можно сказать, развивалась постепенно в течение нескольких лет. Кстати, вот уже когда началась настоящая война, в ноябре 1992 года я в журнале «Журналист» опубликовал статью, а первой стреляла печать. Но она была написана до войны, в мирное время. В журнале «Пока выйдет», там как раз уже война началась реальная. Я тут делился наблюдениями не только, скажем, о грузино-абхазских отношениях, но и в целом там на Кавказе какие-то были информационные войны шли. Так вот, действительно, тут несколько, конечно, было нюансов таких. Во-первых, грузинская сторона обладала гораздо большими ресурсами. В Тбилиси там могли выпускать что угодно и как угодно. И еще был такой момент, что в то позднее советское время СМИ были как вот такие традиционные, партийно-советская печать. Там все было достаточно, так сказать, строго. И была уже независимая печать, независимые СМИ, которые были, конечно, гораздо более свободны в изложении каких-то моментов, каких-то позиций. Вот мне вспоминается такой пример, когда в 90-м году в Тбилиси вышла книга, или книжка, ее назовем, такая небольшая, черная обложка. Она очень многим тогда, так сказать, в Абхазии вызвала такие реакции у многих, возмутила и так далее. Авторы Гурам Панджикидзе, это был известный писатель грузинский, и Роман Маминашвили, редактор какого-то журнала. С таких очень, конечно, шовинистических грузинских позиций была написана эта книга, которая называлась «Правда об Абхазии». Это вызвало, конечно, соответствующую реакцию. Я помню, собралось человек 20-25 в Народном форуме, и мы обсуждали, как ответить. Была идея выпустить тут какую-то книгу, потому что это была уже тяжелая артиллерия, как говорится, не какие-то там газетные укусы. И несколько человек вызвалось написать, в том числе я, вместе с Гурамом Гумба, историком, потому что тоже посчитали, что должен историк быть, потому что там много исторических экскурсов.
Ну, вообще, кстати, вот эта информационная война, можно сказать, она начиналась с публикации историков, в том числе и в той же советской партийной печати, но это как бы так проходило, как дискуссии там и так далее. И вот потом мы снова собрались в более узком составе, я прочитал, как бы все обсудили, одобрили, но книгу выпускать не стали. Ну, это, конечно, гораздо более сложно, плюс и время тоже уходит, пока эта книга выйдет. Поэтому это было напечатано. Да, сперва я в Советскую Абхазию, где работал тогда, все-таки попытался это предложить. Ну, редактор Юрий Гава, конечно, это отклонил под какими-то предлогами и так далее. Но не хотел он, естественно, в это ввязываться. И вот тогда в газете «Единение» мы это напечатали. И, в общем-то, я помню, немало было откликов здесь у нас, таких положительных, потому что это действительно нельзя было как бы промолчать, оставлять. Ну что, книга большим тиражом выходила, чуть ли не половина суда была послана. Вот, это один из эпизодов вот этой войны, которая шла на протяжении нескольких лет. Да. Виталий, а если бы вы давали вот характеристику вот этой самой информационной войны до начала боевых действий, то как бы вы охарактеризовали это? Вот с абхазской стороны и с грузинской стороны. Были и партийно-советская печать, ну, потом она уже прекратила свое существование, все становилось более таким свободным. Люди обменивались, ну, не только, так сказать, исторические экскурсы, потом все больше и больше свое видение излагали и на телевидении, и в каких-то газетах. Были, конечно, и уже такие довольно хлесткие высказывания. Ну, технологии меня интересуют, вот какие, да. Если мы говорим, вернуться чуть раньше, советская партийная печать, тот же Гава, да, его, естественно, и грузины хотели снять, и абхазцы хотели снять. Так обычно бывает, да, требовали тут. Но он, значит, такой метод принял на вооружение, он печатал подборки писем, то есть редакция тут ни при чем, ну не то, что ни при чем, а люди высказываются, и там 2-3 абхазских автора писем, небольших, 2-3 грузинских, и он как бы, ну вот видите... То есть такой баланс соблюдал, да? Баланс, да. Но потом уже в Республике Абхазия, конечно, баланса этого не было. Вот, мы, естественно, проабхазскую позицию занимали. Вот. Ну, все достаточно в таких рамках корректности. И я помню, в Советской Абхазии у меня была такая рубрика, там я был заведующий отделом политики, «Спектр». Это политическое обозрение раз в неделю. В Республике Абхазия уже мы с Георгием Гулием-младшим вели по очереди тоже еженедельное обозрение, и там высказывали свою позицию, ну, естественно, с точки зрения абхазской общественности. У нас иногда бывало так, ну, изредка так, какие-то после войны дискуссии, была ли война неизбежной. Ну, у меня есть свой взгляд, конечно, фаталистом никогда не надо быть, но по мере развития событий она становилась все более и более неизбежной. Во-первых, развал большой империи, да? Я как раз об этом и хочу сказать, что вот эта линия такая, которую переходишь, точка невозврата, да, она как раз и была, в общем-то,
распад СССР, когда сюда уже никто не мог прислать внутренние войска, как в 1989 году. Ну, понятно. Хотя недавно уже вот в эпоху соцсетей одна сухумчанка, абхазка, вдруг вот стала такую идею мы развивать. Ну, тогда перед войной она только школу закончила. И вот у нее такая мысль, значит, мы могли перетянуть на нашу сторону живших здесь грузин, и войны бы не было. Ну, это такое наивное, прекраснодушное видение жизни. Даже те более или менее толерантные, да, когда начинается война, они так или иначе уже национальное самосознание, есть такое понятие, они уже начинают свою сторону поддерживать. И, ну, а вообще, если вернуться чуть раньше, да, то есть еще до распада СССР, ну, это было такое время, когда очень переломное, да, когда невозможно было все это предвидеть. Это вообще даже величайшие умы, вот когда они что-то писали тогда, потом смотришь и читаешь, и понимаешь, насколько они ну, не попадали в то, что будет. Вот классический пример, это, значит, Александр Солженицын был на пике популярности тогда, написал статью публицистическую «Как нам обустроить Россию». Она вызвала большой интерес тогда, все. Но это был тоже вот где-то, может, год 90-й, я не знаю. И он, в принципе, рассуждал достаточно логично. Мол, вот эти республики, там Средняя Азия, Закавказье, как тогда назывался Южный Кавказ, ну и сейчас многими называется, это совершенно другая, так сказать, другие этносы, с другой историей, порой тысячелетней, да. Они при чем тут вообще, да? Но мы должны остаться три братских народа, русские, украинцы и белорусы, у которых очень схожие языки, у которых единый корень исторический. Все правильно, все логично. Но мы-то знаем, что сейчас творится на Украине, да? И еще он как бы предсказывал, что будут большие проблемы в Казахстане. Ну, он сам жил, ну, он отбывал там в свое время, значит, как политзаключенный. Но он знал, северо-восточный Казахстан – это русское население. И там могло разгореться то, что разгорелось в других местах, но там как раз не разгорелось. В силу каких-то субъективных факторов, объективных, я не знаю. Ну, вот так. И в то же время большинство в Союзе не подозревало, что вдруг там полыхнет Приднестровье, да, которым как-то вообще не наслышаны были. Ну, вот так пошло. В то же время там писали некоторые газеты всесоюзные о том, что вот в Литве там есть польское население, вот оно захочет отделиться. И ничего не произошло. Это польское население в силу, ну там не будем углубляться почему, но там тихо, спокойно. В других местах вспыхнули войны. Да. Виталий, давайте поговорим о начале боевых действий в Абхазии. Вот лично для вас, да, вы были активно пишущим журналистом к тому времени, да, слышали та полемика, которая велась, да, между политиками, в частности, общественными деятелями. Вот для вас, как для журналиста, для гражданина, была ожидаема война? Вот как? Я помню, вот в одной из этих недельных обозрений, о которых я говорил, у меня вот такая фраза, она запомнилась, что, ну, это было, может, июнь, вот так, 92-го, что Абхазия напоминает канатоходца, который идет по тонкому канату и в любой момент может сорваться. То есть начаться война.
Так что, в общем-то, мне еще вспоминается, как, значит, после любого решения нашего Верховного Совета, но потом уже разделились, грузинская, как ее назвать, фракция или депутация, как называли, она уже заседала в другом месте. Ну, как что-то такое абхазское, Верховный Совет Абхазии принимал, тут же на площадях собирались вот эти звеодисты, потом они уже не звеодисты, просто грузинская, и шумели. Потом они переместились в церковь нашу, собор, вот там они где-то кучковались последние уже недели. Но когда 23 июля был принят герб, флаг и так далее, учреждено название Республика Абхазия, казалось бы, сейчас должно начаться что-то такое, да, противодействие. Но меня удивила тишина. И потом я уже понял, что просто люди, эта грузинская сторона была уже осведомлена о том, что будет вот войск, и просто не стала, так сказать, лишний шум поднимать. Вы просто ждали, да? Да. Ввода войск. Вот мы общались с главным редактором Республики Абхазия на тот период Виталием Чимаго. Он рассказывал о том, как перемещался в Гудауту. Вы, насколько я вот поняла, подъехали туда уже позже, да? Вот все это время вы были в Сухуми? Расскажите об этом. Там тоже такая особая история. Я в это время отдыхал в Гагре, в санатории имени Челюскинцев, который сейчас там поделен на 3 части. И вот 14 августа, естественно, доходят эти вести. Но как и все, и здесь тоже многие были в каком-то ожидании. Вдруг сейчас что-то там договорятся, вдруг через несколько дней будет разъединение там сторон. В общем, вот так я там сидел. В итоге я выехал оттуда на мотоцикле с коляской, случайно совершенно, с Гагрского вокзала. Уже ничего не ходило. Вот. И вот с каким-то попутчиком я добрался до Гудауты, и потом описал это через пару недель в журнале «Огонек». И потом, как мы там работаем, в Гудауте уже я, как говорится, вышел из отпуска. Виталий, ну поделитесь вот 1-2 историями вот этого периода, гудаутского периода, назовем его так, вот вашей работы во время войны. Что вам запомнилось больше всего? Может быть, атмосфера вот работы вот в этой гудаутской типографии, которая, конечно, не была рассчитана на то, чтобы там выходила и Республика Абхазия, и газета «Апсны», да? Кстати, мы пару раз выпустили номера Республики Абхазия в гагрской типографии. Там намного было выше полиграфическая база. В основном, конечно, в Гудауте выходили. Я жил, во-первых, на турбазе «Черноморец». Такая была известная очень во время войны. Там и беженцы находились абхазские, там были и ополченцы тоже ночевали, и журналисты из Москвы приезжали, которые прозвали это «президент-отель», иронически. Ну, обшарпанная была такая, понимаете, турбаза эта. Так вот, ну, там я общался со многими людьми, конечно. В газете мы не испытывали никакого недостатка в публикациях, материалах, в рукописях, потому что, ну, это издание было востребовано народом. Оно и на передовую поступало, в эти самые в окопы, что называется, да.
И люди писали, я помню, вот Владимир Начачоглы тогда был, да, такой, и после войны он политиком стал. Много было стихов, которые люди, так сказать, вот это побудило, эта ситуация. Не все, может быть, эти стихи были на каком-то уровне таком написанном, но сама ситуация диктовала, что тут надо немножко планку снизить, да, потому что это пишут простые люди, свои чувства выкладывают. Запомнился вот такой эпизод, когда мы поехали на заседание Верховного Совета России, значит, в том числе и Руслан Хашик там был, и значит, Владислав Ардзинба должен был выступить, но так ему и не дали. Ну, мы там выставку какую-то развернули. И запомнилось, как потом, ну, это же было такое время, что какие-то там средства, это все было очень урезано, и мне пришлось возвращаться назад через Сочи. Встретил там одного знакомого из Тымыша, такого изуродованного, с лицом пулей, смещенной центром. И вот как он мне рассказывал там все об этом. Но у меня, знаете как, в то время, вот сколько мы выпускали эту газету, Республику Абхазия, одна часть у меня была посвящена рабочего времени этому, а другая – подготовке каких-то публикаций для российской прессы. Потому что именно там, это тоже шла информационная как бы составляющая. В Абхазии очень нужны были вот эти газеты там, и другие СМИ. Но вот именно в Москве проходила вот эта главная, может быть, передовая этой информационной войны. Ну, телевидение, конечно, в первую очередь, тут разговора нету. Но в то время, когда не было еще никакого интернета, никаких соцсетей, естественно, газеты еще играли очень большую роль. И вот, кстати, не знаю, может быть, мне, по крайней мере, не попадалось, вот, чтобы кто-то взял, изучил позиции российских газет, ведущих изданий во время грузино-абхазской войны. Может, кто-то найдется, заинтересуется. Но мне запомнилось по памяти, значит, что были издания проабхазские, были прогрузинские, а были и другие. Были такие, как, например, «Комсомольская правда», да, популярная газета, которая вообще в политику не вмешивалась. Ну, какие-то репортажи, вот просто такие бытовые зарисовки, корреспонденты приезжали, что-то описывали и там, и там. Вот. Ну, «Известия» были прогрузинскими, потому что, ну, сейчас точно не помню, но кто-то там, ну, человеческий фактор, кто-то там был грузин, кто-то там руководил этим. Но мне все же удалось и в «Известиях» напечатать какую-то такую небольшую публикацию. Но, видно, они тоже в какой-то момент решили, что надо все-таки какой-то баланс соблюсти, да. Может, им даже кто-то на это указал, покритиковал. Ну, были такие газеты, как, ну, это уже чисто идеологически, там, «Правда», «Советская Россия», которые просто были Гамсахурьевской и Шеварднадзевской Грузии, враги, противники, ну и, соответственно, мы были как бы их союзники, да. Ну вот там напечататься было не проблема, но я как-то особенно туда не стремился. Мне хотелось взять какие-то газеты, вот такие неприступные, да. А насколько это было сложно? Вот расскажите. Ну, это было сложно. То есть я звонил, я пытался договориться. Причем вот мне понравилась статья одной
сотрудницей журнала «Новое время». Она здесь побывала, Ковальская, по-моему, фамилия. И мне понравилось, как она писала, она, значит, где-то в Очимчевском районе или была и спрашивает, ей говорят, грузины, да, ну, уже война идет, все. Вот видите, эти абхазцы тут окопы рыли, готовились к войне. Она говорит, ну, вообще-то окопы роют для обороны. Да, говорит, а они для нападения рыли. И она все это написала, я говорю, думаю, какой молодец. Но когда я с ней связался по телефону, я понял, что, видно, там грузины на нее здорово наехали после этого. И она уже как-то, нет, я не буду, ничего. Ну, какие были наши еще, как бы, я говорю, наши, да, литературная газета. Я там напечатал раза 3-4 за войну большие публикации. Я думаю, это связано было с тем, что, ну, так и сами они говорили, литгазетовцы. Там же много лет работал Георгий Дмитриевич Гулия. Его уже не было в живых, но память о нем была, и там была вот именно такая позиция. Ну вот я еще напечатался в таких крупных тогда, журнал «Юность» был, да, ну это такое очерковое что-то было на виде дневниковых записей. Хотя у меня и были дневниковые записи, но это как-то было расширено. Ну, вот тут же «Огонек» с огромным тиражом тогда еще. Ну, тут, конечно, помогло то, что там работал зав. Отделом публицистики мой друг один, Болотин, фамилия. И вот он даже, это же было самые первые недели войны, да, со связью. То есть потом мы как-то и нарочными там отправляли, и так, и сяк. Тогда я просто сидел вот в каком-то кабинете в администрации районной, нет, или городской, где пресс-центр был, в общем, Верховного Совета, и диктовал на машинке очень даже большой текст, и машинистка в Москве это все печатала. Вот. И вот с этого момента и началось мое сотрудничество именно с российскими изданиями. Ну вот некоторые бастионы я так и не взял. Например, была газета «Труд». Я говорю, давайте я вот на такую-то. Не. А чем вот мотивировали отказ? Или они вообще не считали нужным объяснить? В данном случае они говорили, мы не даем публикаций представителей сторон. Мы посылаем только своих корреспондентов, вот то, что они увидят, как они это увидят. Ну, в «Труде» как раз видели в основном грузинскими глазами. Вот. Ну, то есть очень было интересно, я говорю, вот это проанализировать, возможно, то есть и человеческий фактор там был, и субъективный, и объективный. Но никто этим не занимался, да? Вот до сегодняшнего дня? Нет. Ну, у меня, честно скажу, на это времени не было, потому что я был другими делами занят. Я вот так представляю, что, допустим, какие-то наши студенты, там, аспиранты могли бы взяться это проанализировать, потому что это действительно факт истории, и интересно, что, почему. Этот пласт не изученный, в общем-то, да, конечно. Вы сейчас сказали, что вели дневниковые записи. Вот скажите, у вас вышла после войны «Абхазская трагедия». Вот она на основе записей ваших дневниковых или нет? Потому что там больше такая хроника, можно сказать, событий, нет? Ну, дневники – это, как правило, что-то личное. В начале, особенно войны, и вообще всю войну, очень многие люди вели дневники, даже те, которые никогда в жизни не вели. Ну вот ситуация так сложилась, они где-то сидели. Вот есть такой, был, вернее, он уже покойный, Куправа, прокурор там по Чимчирске, он вел дневники, потом после войны издал. Это был вот такой фактаж, документальный, все.
Нет, вот мы говорили, что перед началом нашей беседы, что эта книга возникла, где-то родилась после этого фильма. Это меня Владимир Зонтарев попросил как-то осенью еще 92-го, давай вот сделаем фильм, напиши сценарий. Ну, я с удовольствием взялся, и вот он заканчивался началом 93-го. После этого этот фильм показывали где-то, но я потом решил, почему бы не развить это в книгу и где-то, то есть и расширить там. А фактаж был какой? У меня фактаж был, это все проходило через меня в газете, прежде всего, да? А там было и предисловие, то есть еще до войны в Республике Абхазия я напечатал впервые про события 1978 года. Они же нигде не были отражены вот так, в общем-то. А это уже до войны мы могли себе позволить напечатать, да? И вот так я взялся. А тут было такое затишье тогда, до фронтах, до поры до времени. И я взялся вот эту книгу писать. Назвал ее «Абхазская трагедия». Ну, может, мне нравилось всегда название «Американская трагедия» Драйзера. Но потом, когда она вышла, тут некоторые стали упрекать, и в чем-то были правы. Ну, как мы победили, да, почему именно «Абхазская трагедия»? Можно было как-то по-другому назвать, да. Но дело в том, что уже где-то в августе, да, эта книга была заслана в печать в сочинской типографии. Обложка была уже готова. Ну, никто не знал, когда и как закончить. Нет, ну мы все, в общем-то, практически верили, что она закончится победой Абхазии. Но когда, что это же... И я помню, такой был эпизод. Энвер Кабба, будучи, по-моему, вице-премьером Абхазии в Гудауте, собрал пишущую братью, и, ну и мы там обсуждали там, телевидение, газеты, то, сё. И потом он говорит, а не пора ли нам замахнуться на книгу? И тут я вскочил и докладываю, не только пора, я ее уже почти написал. Ну, потом он, кстати, помогал мне там, естественно, это все надо было в Сочи договориться и прочее, прочее. Ну и в итоге она была почти уже набрана. Тогда все набиралось на линотипе, но там неплохая была полиграфия, надо сказать. Тут наступает сентябрь, наступает 3 сентября, и я говорю, там, еду в Сочи и говорю, так, стоп, сейчас я должен дописать одну главу. Ну, я ее дописал, и в ноябре вышла уже книга эта в готовом виде. Первый, как говорят полиграфисты, завод. То есть вот она здесь, это первый завод, а потом решили мы, опять же, тут в кабинете министров обсудили, что надо тираж увеличить, и там я добавил уже новые фотографии, уже послевоенные. Там, значит, один был очень эффектный снимок. Женщина увидела труп своего сына во время вот этой эксгумации, да, в ноябре 93-го года, и она так заслонилась рукой, погибшей в мартовском наступлении. И потом только спустя время оказалось, что это бабушка моей жены.
Вот вы рассказывали о взаимодействии с российскими изданиями, да, с российскими журналистами. А расскажите о том, как строилась работа, вот в частности ваша, с, скажем так, руководством республики. Ведь они всегда тоже были на связи, да, с журналистами, журналисты с ними. Может быть, вот Владислав Григорьевич, да, он тоже активно работал всегда с журналистами. Вот при всех его выдающихся качествах он обладал. Одним из этих качеств было то, что вот он умел задействовать, как говорится, каждого, кто мог какую-то пользу принести. Вот где-то еще даже осенью 92 года он присылает посыльного в Черноморец, где я жил, и просит к себе. И достает там какую-то карту. Вот эта карта, говорит, была обнаружена в одном из штабов грузинских Сандрипши, ну тогда еще Гантиаде, это значит. И эта карта, которая была издана еще меньшевиками, где там кусочек такой страны там отхвачен, Турции, Азербайджана, там, сям, России, вплоть до Турции. Это, значит, карта. И это была карта, переиздана уже новым вот этим руководством Грузии. Естественно, это тоже такой интересный, важный момент в информационной войне. Показать вот всем этим, что это за агрессивное такое государство. Вот. Ну, я взял вот эту карту, все, и потом в газете «Конфедерация» это было напечатано, он там хотел. Потом еще был сборник карикатур абхазских и адыгских художников, Майкопе, где-то спустя время там. Там тоже вот это было напечатано наряду с другими кое-какими публикациями. То есть и это потом повторялось не раз. Вот. Так что он вникал во все, вот даже вот в эти. Ну, один раз я не сумел выполнить его задание. Как говорится, миссия была невыполнима, скажем так. Это уже где-то летом 93-го. Еженедельник был такой, не знаю, сейчас он выходит или нет, «Собеседник». И он занимал такие позиции, как бы демократические, либеральные. И тут на него там такой поклеп какой-то, разоблачение. Вот он ставленник красно-коричневых Владислава Ардзинова, да, что он. И, короче, ну я-то знал, и он сам был взбешен от этого, потому что он поддерживал тесные отношения с Сахаровым. Аверинцев такой был деятель демократического. Он входил, в общем-то, межрегиональная группа в Верховном Совете СССР была. И вот я с удовольствием, с такой азартом за это ухватился. Но когда принес ему такой довольный, смотрю, он так покрутил, повертел, говорит, нет, это не пойдет. И до меня самого дошло, уже я даже не стал. Почему? Это же политика. Он и Абхазии помогали те же самые противники вот этих демократов, да? И они очень активно помогали. Значит, если сейчас вот выступить с такой позицией, я, мол, всецело вот к этому демократическому лагерю отношусь, те обидятся, да? А как кто-то написал про Нестора Лакоба, Абхазия была его работой. То есть для него Абхазия была, а не там вот эти выяснения отношений между двумя этими лагерями. Ну и, в общем, я это понял, что
дорабатывать там смысла никакого нету. Так крути, так лучше промолчать. Так оно и вышло. Ну, я думаю, что правильное решение было в итоге. Виталий, ну такой вот вопрос, который я задаю, в общем-то, всем нашим гостям. Как вы считаете, каковы составляющие победы в информационной войне? Я помню, сейчас я даже не хочу называть, но когда-то даже называл. Вот в этом пресс-центре Верховного Совета одним из руководителей была, значит, когда она услышала, в каком это было, в октябре или ноябре 92-го года, когда Шеварднадзе сказал где-то: мы проиграли информационную войну, она так обрадовалась, она так, вот видите, как мы сделали, как много. Я не говорю, что сделали мало. Информационную и в Москве, и в Гудауте, и в дальнем зарубежье информационную войну Абхазии действительно вели достойно и, можно сказать, выиграли. Но я думаю, что Шеварднадзе совсем не этим руководствовался, он что вникал там. Он, как подавляющее большинство людей, политиков, он исходил из того, что вот мы, значит, правы, мы же правы, как грузинская страна же права, и почему-то вот там нас не понимают, там не понимают, там, значит, наши журналисты, наши там дипломаты плохо поработали и так далее. Но я думаю, если вернуться опять же к вашему вопросу и на него вот так ответить очень коротко, я думаю, что да, вот так же, как и на фронтах реальных, было очень много сделано и много мужества проявлено, так и в информационной войне тоже много очень усилий было приложено, но основа была все-таки та, что реальность была такая, что вторглась армия Госсовета, что то, что на самом деле реально происходило, хотя они говорили, это перемещение армии внутри нашей страны, что такого, но реальность была такова, что выиграть эту войну было вполне достижимо. Было бы даже странно, если бы мы ее не выиграли, информационную. Спасибо. Спасибо большое за эту встречу, за то, что поделились своими воспоминаниями, своим мнением.